можно сказать, завуалированное, но я надеюсь, Владимир Викторович в своем вступительном слове объяснит и расскажет. Многие, кто сюда подходили, предварительно общавшись, не совсем понимали, о чем будет идти речь. Давайте я в начале нашего заседания круглого стола представлю гостей и потом начнем обсуждение. Председатель правительства Республики Саха-Якутия Владимир Викторович Солодов, председатель Постоянного комитета Госсобрания УКУМЭН Республики Саха-Якутия по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации, делам общественных организаций Феодосия Васильевна Гарушева, председатель общества Россия-Япония Николай Андреевич Барамыгин, заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия Валентина Ивановна Кириллина, глава горного района Никита Викторович Андреев, и также представители средств массовой информации. Сразу хочу обратить внимание на формат, то есть смело задавайте вопросы, дискутируйте, высказывайте свое мнение. У нас по времени часа полтора плюс-минус, поэтому времени более чем достаточно. Начнем, пожалуй, да, Владимир Викторович, начнем с того, что давайте мы, может, попросим вас раскрыть тему, что кроется за развитием и повышением эффективности сети социальной инфраструктуры, и основные, наверное, цифры, показатели, к чему мы должны прийти. Пожалуйста. Спасибо большое. Доброе утро, уважаемые коллеги. Продолжая политику по обеспечению открытости и прозрачности работы правительства Республики Саха-Якутия, мы сегодня проводим вот такой вот публичный стол, публичный открытый круглый стол с представителями средств массовой информации, заинтересованными общественными организациями, для того, чтобы обсудить те процессы изменений, которые происходят на сети социальных учреждений, поскольку эта тема вызывает много вопросов, беспокойство среди населения. И максимальная прозрачность – это залог того, что у нас будет четкое понимание того, куда мы движемся, и полный учет интересов всех заинтересованных сторон. Мы все знаем, что за последний год большая работа правительства проводилась. Сначала в форме реализации программы оптимизации учреждений, так называемое 202-е постановление правительства Республики Саха-Якутия, которое стало знаменитым уже. Затем, после того, как соответствующая оценка была дана, и мы понимаем, что те подходы, которые были заложены, они не сработали, были неверными, поскольку фронтальное и такое единообразное изменение сети учреждений под единой лекалой невозможно с учетом особенностей Республики Саха-Якутия. И после этого с мая 2019 года была создана рабочая группа под моим руководством, в которую вошли все главы муниципальных районов, вошли кураторы отраслей, вошли представители законодательного собрания ТУМЭН, Феодосия Васильевна очень активное участие принимала, и ряд других депутатов и руководства ТУМЭН, для того, чтобы в таком детальном, предметном режиме рассмотреть, как сейчас выглядит сеть учреждений, которые оказывают ключевые социальные услуги населению, услуги в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, и выработать подходы к ее совершенствованию. Почему вообще необходимо совершенствование этой сферы? В первую очередь потому, что в соответствии с поручением и установкой, которую дал Александр Сергеевич Николаев, нам необходимо обеспечить достойный уровень этих услуг и возможность самореализации для каждого жителя республики, вне зависимости от того, где он проживает, в городе Якутске, в районном центре или в небольшом удаленном селе. При этом мы сейчас констатируем, что качество услуг во многих случаях неприемлемо низкое. И то качество образования, здравоохранения и других социально значимых услуг зачастую ставит наших граждан, жителей Якутии в изначально неконкурентное положение, когда лишает возможности самореализации. Приведу простой пример. Когда мы сделали мониторинг уровня качества образования, то в ряде школ, в ряде населенных пунктов выяснилось, что по таким базовым дисциплинам, как математика, русский язык, ЕГЭ, основной объективный индикатор
звонка школы к продолжению обучения составлял, например, 9 баллов из 100, 13 баллов из 100. Что это означает? Означает, что дети, которые выпускаются из этих школ, априори лишены возможности продолжать обучение и стать полноценными, полноправными. А для этого необходимо изменить организационные подходы. Ну и, конечно, сама сеть учреждений должна претерпевать определенную трансформацию и быть приведена в соответствие с теми задачами, которые перед нами стоят. При этом, безусловно, задача стоит не просто изменение сети, изменение содержательных подходов. Мы одновременно запустили систему такой тотальной оценки компетенций, ну, если говорить про образование, то педагогического состава школ, для того, чтобы под каждого учителя разработать индивидуализированную систему развития, повышения квалификации, углубления знаний и компетенций в тех сферах, в которые существуют, ну, скажем так, пробелы. Очень важно также запустить, это с этого года будет с конца запущено, систему поддержки инициатив, которые возникают также в небольших, часто населенных пунктах, когда инициативные учителя или директора школ осуществляют большую работу, выходящую за рамки государственного стандарта, занимаются развитием творческих способностей детей, занимаются развитием предпринимательских способностей и навыков, занимаются развитием традиционных ремесел. Это не укладывается сейчас в государственный стандарт. Вот эту работу тоже мы параллельно запускаем. Но сегодня я хотел поделиться теми результатами, которые мы получили после первого этапа функционирования вот этой рабочей группы именно в части социальных учреждений. Еще один момент, я прежде чем, собственно, к подходам и к результатам перейду, хотел обозначить, что перед нами сейчас в республике стоит большая задача по развитию материальной базы, по строительству школ. Вот в рамках этой работы мы с каждым районом, когда встречались, определили потребность порядка 56 миллиардов рублей, которые существуют на строительство разных объектов. Школ, больниц, социальных объектов другой направленности. У нас, как вы знаете, 52 аварийные школы, еще 9 сгоревших школ. То есть 61 школа, которую нам необходимо построить. Огромные цифры. И очень важно, чтобы когда мы эти социальные объекты будем сейчас планировать, включать в инвестиционную программу, обосновывать перед федеральными органами исполнительной власти в рамках национальных проектов выделения средств, очень важно нам понимать вот эту уже новую конфигурацию сети. Нельзя начинать строительство сейчас новых объектов, не понимая тех задач, которые стоят, и тех особенностей и требований, которым должны соответствовать новые учреждения. Повторю еще раз, каким образом эта работа была проведена. Была создана рабочая группа, в нее вошли все представители министерств, курирующих отрасли, представители депутатов, все главы районов. Мы в индивидуальном режиме по каждому району проводили анализ. В целый ряд районов был выезд на место, встречи с населением, с заинтересованными общественностями, представителями и педагогического, и сообщества здравоохранения, медицины и ряд других. В результате по каждому району было сформировано согласованное видение сети учреждений, какой мы видим сеть социальных учреждений в перспективе и этапность движения к ней. Не всегда эти изменения могут носить одномоментный характер. Часто, например, они сопряжены как раз со строительством нового здания. Мы говорим, что когда здание будет построено, то какие-то изменения произойдут в сети. И перечислю принципы, из которых мы исходили, которых мы придерживались в этой работе. Первое, то, что мы исходим из того, что нашей задачей является повышение качества, а не экономия средств. Экономия средств должна возникать, но она не является самоцелью. Самоцелью является повышение качества. Второе, что ни одна школа, ни одно учреждение здравоохранения в труднодоступном районе, в труднодоступном населенных пунктах небольших не будет закрыто. Ни одного такого случая нет и не будет. Это принципиальная позиция наша. Третье, что качество услуг не должно пострадать ни для одного человека, ни для одного получателя услуг. Наоборот, качество услуг должно расти. Четвертое. Тем не менее, школы
создан для того, чтобы учить детей, а больницы для того, чтобы лечить, спортивные учреждения для того, чтобы давать возможность заниматься спортом, а не для того, чтобы обеспечивать рабочие места. Поэтому в тех случаях, когда мы понимаем, что оказание услуг более высокого качества возможно при определенном сокращении, например, управленческого персонала или персонала иных категорий, которые выполняют обеспечительные функции, в ряде случаев такие решения мы принимали, и мы понимаем, что в перспективе они будут реализованы. Еще раз, социальные учреждения, школы, больницы, дома культуры, музеи, библиотеки – это учреждения, целью функционирования которых является оказание услуг населению, а не трудоустройство граждан. При этом в тех случаях, это уже 5-й пункт получается, в тех случаях, когда мы видим поэтапное высвобождение, в основном это управленческого персонала, прочего персонала, будет развернута согласованная работа по трудоустройству, и это будет не одномоментное решение, оно будет реализовано в определенных этапах. 6-й пункт – то, что экономия остается в самих районах, те средства, которые мы высвобождаем, останутся в тех же сферах социальной и в тех же районах, которые соответствующую работу проводят. Вот те принципы, из которых мы исходили и которые мы соблюдаем. Теперь, какая, собственно, работа была проведена, потому что все время всех интересуют цифры и те индикаторы, на которые мы должны будем выйти. Мы ориентируемся на 3-летний период. Сейчас мы проанализировали 23 района без арктической зоны. К арктической зоне мы только подходим, потому что мы понимаем, что к арктической зоне нужны особые подходы, и там мы как раз вот сейчас подходим к этому этапу. В субботу я вместе с правительственной комиссией выезжаю в Верхоянский район, чтобы там на месте посмотреть и изучить подробно сеть учреждений, потом выработать подходы, которые будут применяться к Арктике. Пока мы проанализировали 23 района, 2338 муниципальных учреждений. В общей сложности мы понимаем, что это не самоцель, но важный показатель. Выходим на объем экономии за 3 года в объеме 2,3 миллиарда рублей. При этом дополнительные расходы, как я уже говорил, которые останутся в сферах, составят по дорожной карте, которая сейчас выработана, 1,7 миллиарда рублей. И как мы проговорили, тоже я уже упоминал, при инвентаризации сети мы понимаем, что потребность в дополнительном строительстве составляет порядка 56 миллиардов рублей. Мы будем планомерно, поэтапно, в том числе в взаимодействии с федеральными органами власти, эту работу решать, хотя, конечно, одномоментно такое огромное финансирование выглядит, очевидно, невозможно. Коротко остановлюсь на 2, наверное, самых главных сферах. Это здравоохранение и образование. По здравоохранению, какие преобразования мы приняли решение провести. Как я уже сказал еще раз, закрытие учреждений в труднодоступных населенных пунктах не предполагается. Более того, например, будут созданы 4 новых фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории. Но в основном это будет преобразование, изменение типа учреждений по участковым больницам, по врачебным амбулаториям, по фельдшерско-акушерским пунктам. Будет изменение, касающееся количества круглосуточных коек, потому что мы понимаем, что медицина движется вперед, и технологии современные позволяют все больше медицинских услуг оказывать в амбулаторном режиме, поэтому в целом будет количество круглосуточных коек сокращено. Мы понимаем, что примерно на 1000 коек будет количество сокращено. Определенные изменения организационные будут сопровождать изменения уровня медицинских учреждений. При этом я хочу подчеркнуть, что ни один врач тоже не будет сокращен. Более того, общее количество врачей увеличится на 47 человек. Будет небольшое сокращение по обеспечивающему персоналу, который технические функции осуществляет. Но еще раз подчеркиваю, что врачебный персонал, то, что часто
поднимается в публичном пространстве, врачи сокращаться будут. Более того, мы повышаем укомплектованность врачебным персоналом наших медицинских учреждений. По муниципальным учреждениям, то есть тем учреждениям, которые работают в сфере образования, культуры и спорта, у нас в целом трансформации затронет 384 учреждения. В основном это будет объединение детских садов с школами в такие образовательные комплексы в достаточно малочисленных населенных пунктах или объединение нескольких учреждений в одно юридическое лицо. В целом мы видим, что во всей сфере образования за 3 года планируется к высвобождению 327 штатных единиц или 0,65% всех занятых в этой сфере. Ну, то есть это в пределах статистической погрешности. За 3 года мы видим высвобождение, еще раз повторю, 0,65% всех занятых в этой сфере. И, безусловно, с учетом того, что мы видим увеличение количества детей в целом в системе образования, и мы видим те новые учреждения, которые создаются у нас в республике, крупные учреждения образовательные, трудоустройство такого количества людей не составит труда, и мы такую работу уже поручение дали, вместе с районами ее будем проводить. Опять же, по цифрам, тоже тот вопрос, который всегда задается, на какой эффект с точки зрения повышения эффективности экономии мы выйдем, это за 3 года 831 миллион рублей. В общем-то, экономия очень незначительная, с учетом того, что у нас расходы на образование в год составляют более 72 миллиардов рублей. Но это связано с тем, что я несколько раз уже повторял, но повторю еще раз, это не является самоцелью. Самоцель для нас – это повышение качества обучения. Что еще я хотел отметить, что помимо этого серьезная работа происходит по реорганизации государственных учреждений. У нас за этот год, с 2018 по сегодняшний день, было сокращено 59 учреждений, всего у нас 482 учреждения функционировало на 2018 год, сейчас сокращено 59, тоже механизмом объединения и повышения эффективности и функционирования. Постоянно происходит работа по совершенствованию этой организационной структуры. Я буквально вчера подписал распоряжение правительства, по которому мы продолжаем оптимизировать количество управленческого персонала, руководителей. Отделы более укрупненный характер будут носить. Мы проанализировали, что сохраняется очень много именно вот на уровне наших подведомственных министерствам учреждений мелких, там по 6-7 человек учреждений, они тоже будут укрупнены, не менее 15 единиц должна быть численность. И, конечно, предстоит очень большая работа в части сокращения числа государственных служащих. Вы знаете, что она уже была проведена в прошлом году, а в целом по стране в качестве ориентира нам доведено сокращение примерно 30% государственных служащих за следующие 3 года. С учетом того, что численность государственных служащих у нас составляет чуть менее 3000 человек, то несколько сотен человек будут сокращены, и эта серьезная работа сейчас проводится на уровне министерств, на уровне наших государственных органов власти. Серьезно здесь мы видим тоже резервы для и повышения эффективности, и нацеливания наших всех усилий на достижение результата для наших граждан. Спасибо. С удовольствием я и мои коллеги ответим на вопросы, которые в большом количестве, уверен, есть. Можно я один уточняющий вопрос задам, потом еще коллегам также слово предоставлю. Вот вы несколько раз повторили про главную цель, это про качество, и озвучили данные по ЕГЭ, там 9-13 баллов кто-то где-то когда-то получал. Я правильно понимаю, то есть в случае с образованием главным индикатором качества должно быть баллы по ЕГЭ. А что в здравоохранении, в культуре, в спорте, какие главные индикаторы?
Ну, первое, что в образовании тоже ЕГЭ не является главным индикатором, просто на сегодня ЕГЭ – это единственный объективный индикатор, который у нас есть. Безусловно, знания детей не исчерпываются только показателями ЕГЭ, а в целом качество работы школы не исчерпывается только знаниями. Нам нужно смотреть такие показатели, как количество детей и результаты олимпиад, количество медалистов, трудоустройство, доля продолжающих обучение в высших учебных заведениях и так далее и тому подобное. Просто ЕГЭ – это, если хотите, прожиточный минимум. Это та база, которую мы обязаны обеспечить. Мы не должны останавливаться на этом. Но пока мы не обеспечиваем ЕГЭ, мы понимаем, что ребенок не имеет возможности в дальнейшем продолжать обучение. Таким образом устроена в Российской Федерации система высшего и среднего профессионального образования. Поэтому это не главный, но это минимальный показатель, который нужно обеспечить. А, к сожалению, у нас сейчас и по всем показателям, которые я перечислял, не только по ЕГЭ, количество медалистов, количество олимпиадников, количество выступальников, по всем этим показателям динамика системы образования отрицательная. Из года в год эти показатели ухудшаются. И нам необходимо эту динамику переломить. В качестве примера тоже приведу, в Хангаласском районе сейчас такой взяли внимательный пилотный проект, там разрабатывают, там два основных показателя. Это средний балл ЕГЭ и ОГЭ по итогу 9 класса, а также количество детей, которые участвуют в всероссийских олимпиадах с соответствующим уровнем результатов. По здравоохранению, спорту, культуре у нас есть вполне четкие показатели, которые зафиксированы в национальных проектах, которые утверждены решением президента Российской Федерации. Это, конечно, такие показатели, как смертность, ожидаемая продолжительность жизни, смертность в разрезе различных видов заболеваний, это демографические показатели, это младенческая смертность, это ряд других. По спорту уровень вовлеченности наших граждан в спорт, количество регулярно занимающихся спортом. По культуре тоже доля наших граждан, которые имеют возможность доступа к современным произведениям культуры. Хорошо, ну давайте индикаторы мы детально чуть позже еще рассмотрим. Хотелось бы услышать сейчас законодателей, Феодосия Васильевна, какая позиция у народных депутатов и какая работа проведена. Я так понимаю, поскольку Владимир Викторович, вы тоже непосредственно участие, депутатский корпус принимали в этой согласительной комиссии. 4 комитета принимали самое активное участие, и очень хорошо, что работали в диалоге, потому что интересы всех сторон должны были учтены. И в частности, я хочу сказать по образованию, наша республика с самого начала участвует в проведении ЕГЭ. В этом отношении надо сказать, что в начале было, когда принимали участие только по отбору, это школы повышенного уровня. С 2010 года ЕГЭ это уже единый измеритель повышения качества образования. Но при этом я хочу обратить внимание, в среднем, когда мы сравниваем с среднероссийскими данными, в первую очередь, это, конечно, и бедность населения. Да? Я на это хочу акцентировать внимание, потому что по бедности населения у нас показатели хуже, чем общероссийские. Это первое. Второе, я хочу сказать, что сеть образовательных учреждений у нас, допустим, чем центральная часть России и так далее, я в частности беру выпускников Республики Татарстан, где только 40% переходят на старшую ступень образования, значит 10-11 классы, это именно те, кто непосредственно ориентирован для поступления в вузы. У нас от 85 до недавнего времени было 95%, все переходили в старшую школу. Значит, показатели конкретно в этом отношении тоже могут быть. И следующее, третье, я хочу сказать, на
инфраструктуры. Это обеспеченность педагогическими кадрами, в частности, тут кадрами, да, и непосредственно, конечно, это объекты, благоустроенные, неблагоустроенные и так далее, да. У нас по этому показатели худшие, можно сказать, и по Дальнему Востоку, и в целом по Российской Федерации в числе таких. Поэтому я хочу сказать, что мы должны, конечно, стараться нашим детям дать очень качественное, хорошее образование, поэтому мы должны обратить внимание, в целом комплексно поднять уровень жизни, качество образования, уровень жизни, чтобы и повысить качество образования. Спасибо. Уточняющий вопрос. Я правильно понимаю, то есть вы поддерживаете то направление, в котором сейчас движутся органы исполнительной власти? В принципе, я, как вам известно, работала в этой системе органов, в органе исполнительной власти. Я все трудности, объективные, субъективные, какие есть, это прекрасно представляю, да, а с другой стороны, то, что мы работаем в диалоге, да, именно чтобы достичь вот таких целей, которые мы ставим перед собой, чтобы перекосов не было, чтобы мы действительно стремились к тому результату, к чему мы сегодня стараемся выйти. В этом отношении то, что все структуры совместно работали, я думаю, что лучше. Если можно, Алексей Александрович, буквально вот на этот вопрос тоже добавлю, что мы, каким образом эта работа была построена, мы каждый район отдельно садились, вот Феодосия Васильевна, депутаты, представители профсоюзов обязательно, делегация со стороны района, и каждую школу, каждую ФАП, каждое учреждение рассматривали, и пока не приходили к консенсусу, не выходили из аудитории, из зала. То есть, наверное, по 5 часов без перерыва сидели, вот, пока не придем к определенному общему пониманию, как будем движется. Это позволяет нам с уверенностью говорить, что те подходы, которые сейчас лежат в основе, они, может быть, не всегда достаточны. Более того, почти нигде недостаточно. Но они точно, там нету каких-то резких ошибочных движений, а это постепенное, планомерное продвижение к поставленной задаче. Хорошо, ну давайте мы, раз говорить о том, что общество все-таки удавалось найти, послушаем профсоюзы. И я напомню, что профсоюзы у нас, если память мне не изменяет, одни из первых начали трубить по поводу пресловутого 202-го постановления. Что изменилось? И изменилось ли что-то в понимании профсоюзов в рамках реализации этого документа? Спасибо. Добрый день, участники круглого стола. Вы правы, действительно, мы начали эту работу, наверное, первые. Тут надо сказать о том, что все-таки то, что мы в феврале месяце начали принимать обращения наших членов профсоюза и снарядов, и муниципальных образований, и только тогда мы узнали, что началась работа именно по оптимизации. Тут, я считаю, была допущена, может быть, ошибка, да, нашими министерствами бюджетными, это и образование, и здравоохранение, и культура, потому что когда готовили и издавали данные приказы, конечно же, они без привлечения к участию профсоюза, республиканских комитетов профсоюза. Ну и вот в феврале мы начали по своей инициативе мониторинг, стали собирать информацию о том, где, сколько и как планируется сокращение. Но, конечно, эта информация ушла в средства массовой информации, потом, конечно, правительство нам в этом вопросе были, мы с ними дальше и отрабатывали, но тем не менее мы считаем, что это было правильным ходом с нашей стороны, проведение мониторинга, и потом, конечно, после этого, когда мы уже в марте месяце на своем заседании президиума рассмотрели данный вопрос и направили свои обращения и в Государственное собрание нашей республики, правительство о принятом решении. И вот с этого времени более активная работа уже началась. И за прошедший период я хочу выразить благодарность и парламенту республики, Федосии Васильевне за ту огромную работу, которую они провели сообща с республиканскими комитетами профсоюзов. И конкретно правительству также высказать, наверное, все-таки свое удовлетворение, потому что уже с этого времени начали привлекать к этой работе и отраслевые министерства, республиканские комитеты, ну и правительство, как
Владимир Викторович сказал, вот когда они обсуждали 23 муниципальных образования, наше участие было обязательным, и мы принимали участие в обсуждении всех вопросов, с которыми приезжали муниципальные образования, и ход обсуждения тоже это было все с нашим участием. И потому вот мониторинг, который мы тогда начали, мы по сей день продолжаем, то это уже наш внутренний мониторинг через наши профсоюзные организации. Ну и то, что вот сегодня представлена информация Владимира Викторовича о том, какая работа проведена и какие принципы были использованы, и сегодня что мы имеем, это, конечно, уже при нашем, скажем, участии вся эта работа проводится. Ну а вообще вопросы, которые сегодня касаются социально-трудовых отношений, конечно, мы всегда стараемся с правительством вместе работать. И вот сейчас обратились к Владимиру Викторовичу о том, чтобы он встретился с профсоюзным активом. И вот мы надеемся буквально на этой неделе или на следующей неделе эта встреча состоится. И вопросы, которые сегодня еще волнуют профсоюзы, конечно, мы сможем вместе обсудить, ну и прийти к каким-то совместным решениям. Но сегодня еще один вопрос, по которому вот наш профсоюзный актив вот начал, ну не только актив, вообще население республики, это, конечно, регуляторные бюллетени. То есть это нормативно-правовые акты, которые будут упразднены, и эта работа началась. В этой работе профсоюза республики уже по сохранению северных надбавок и вообще вот, всех нормативно-правовых актов, которые касаются социально-трудовых вопросов, конечно, это в нашем внимании. Мы уже работу уже начали с Федерацией независимых профсоюзов России. Да, и потому по этому вопросу тоже будет вам очень много вопросов. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Ну и справа от меня сидит глава горного района. Никита Викторович здесь не просто так. Ну, в рамках подготовки к этому круглому столу, если я правильно понял, это один из тех примеров муниципальных, где пошли, так сказать, на опережение. И уже какие-то определенные наработки по реализации повышения, так скажем, качества образования, здравоохранения, спорта и культуры есть. Я думаю, Никита Викторович сейчас с коллегами поделится опытом, каким образом строится работа сегодня у вас в муниципалитете, с чем приходится сталкиваться. Проблемы в любом случае есть, я попрошу их озвучить. Ну и как вы, собственно, их решаете. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы, во-первых, отметить то, что горный вуз является высокодотационным районом. То есть практически основная часть дохода, более 90%, это формируется из средств дотации на сбалансированность нашего бюджета. Поэтому конструктивное взаимодействие с правительством является одним из приоритетных направлений нашей деятельности. Конечно же, исходя из того, что у нас очень ограниченные финансовые возможности, мы постоянно и до этого проводили работу по оптимизации муниципальной сети учреждений, по внедрению многих направлений, в том числе, например, аутсорсинга по обслуживанию наших муниципальных учреждений. И эту работу мы проводили совместно с правительством Республики Саха-Якутия. По аутсорсингу тоже в свое время вы помните, что был большой ажиотаж, было очень много мнений, но практика показала, что по некоторым направлениям аутсорсинг достаточно хороший механизм. Просто правила игры, которые на сегодняшний день действуют, мы их должны корректировать и с учетом вот тех реалий, которые у нас имеются, их совершенствовать. Например, я хотел бы поблагодарить в части того, что по питанию детей, по другим направлениям правительство услышало наши доводы, и в текущем году приняты определенные решения. И, конечно же, это не умаляет
тех результатов, которые мы имеем в части оптимизации или совершенствования сети муниципальных учреждений. Но надо признаться, что в результате этих мероприятий определенная штатная численность учреждений сокращается. И сокращается в части того, что, как отметил Владимир Викторович, в основном это административно-управленческий персонал и обслуживающий персонал. В этой части сокращается. В нашем случае по горному ВУЗу это сокращение штатных учреждений по бухгалтерам у нас произошло вследствие того, что мы создали централизованную бухгалтерию. То есть практически количество, уровень обслуживания в части бухгалтерских услуг он не снижается, а, конечно же, как учреждение в штате своем уже не будет иметь своих бухгалтеров. Такое же положение по требованию законодательства в отношении сторожей. Вы знаете, что в основном в сельской местности охрану у нас, охраны зданий, сооружений и специализированные организации осуществляли. Это были сторожа, штатные работники учреждений. Требования поменялись. Сейчас требуется, чтобы специализированное охранное агентство оно осуществляло охрану, по крайней мере, период пребывания детей в этих муниципальных учреждениях. И я считаю, что это обусловлено не только тем, что это требование законодательства, это требование современных наших реалий, когда любой неадекватный человек может прийти в учреждение и, как говорится, противоправные действия, какие в отношении детей могут принять. Поэтому в этом отношении, конечно же, я думаю, что это правильное решение. В этой части у нас сокращается количество сторожей, и они просто на ночное время для того, чтобы обеспечивать сохранность имущества, в этом объеме они сохраняются в штате. А остальное время, период пребывания детей, мы уже организовали конкурсные торги, и организация выиграла специализированная, и вот эту работу в таком формате мы проводим. Мы одним из первых поддержали пресловутое 202 постановление в отношении учреждений культуры. Потому что после того, как рассмотрели это постановление, применили к своему району, получилось так, что у нас штаты, наоборот, добавляются. То есть необходимо еще предусмотреть дополнительные штаты, чтобы соответствовать этому постановлению. Я не знаю, как в других районах, но это указывает на то, что, на мой взгляд, если говорят, что там сокращение по линии культуры или по другим направлениям происходит, это указывает на то, что у нас сети муниципальных учреждений, они в каждом районе имеют совершенно разные подходы. В нашем случае, например, определенная работа по оптимизации учреждений и штатного расписания проведена была уже заблаговременно, поэтому получилось даже так, что мы на этом уровне остались, а количество населения увеличилось, потребность увеличилась, и необходимо было увеличивать, а мы и на этом уровне и остались. Поэтому с этой точки зрения определенные ясные, прозрачные правила, они, на мой взгляд, необходимы для того, чтобы все могли ориентироваться на них, и они были всем понятны и обоснованы. В этой части, наверное, нам все-таки нужно будет дополнительно еще поработать. В части взаимодействия после отмены 202 постановления с министерствами у нас было несколько совещаний на разных уровнях. Мы, конечно же, отстаивали свою точку зрения, то, что
улучшать имеющуюся муниципальную сеть и государственную сеть в части здравоохранения. По сути, были такие моменты, когда нам просто предлагали варианты, например, создание, снижение уровня сельской врачебной амбулатории до ФАПа и каких-то других объяснений, кроме того, что нужно это сделать, такого, например, не было. Ну, в ходе дискуссии мы на уровне Владимира Викторовича свои позиции синхронизировали. Ну, надеюсь, что соглашение мы в скором времени подпишем по данному вопросу, но надеюсь, что те моменты, которые мы там обсудили и согласовали, они все найдут отражение. Хорошо, рабочие моменты все-таки потом решите, вы отдельно обсудите с Владимиром Викторовичем. Но у меня, смотрите, такой вопрос. Все хорошо в цифрах? Как все это выглядит? Чтобы было понимание на конкретном муниципальном районе, пусть и не на самом, может быть, а большом по численности населения, но тем не менее. Ну, например, у нас это без, скажем так, 202-го постановления и вообще вот этой работы количество учреждений, муниципальных учреждений сократилось на 2012 года на 4 учреждения. Вот в текущем году мы закрыли один детский сад, просто условия не позволяли дальнейшей работы. Мы говорим про юридические да, сокращения, а по факту структуры остались. По факту структура практически осталась в том же объеме, то есть количество муниципальных учреждений, связанных с согласованием с правительством, оно осталось в том же объеме. Просто вопрос стоит в статусе вот этих муниципальных учреждений. Вот, например, по учреждениям образования, по объектам образования, скажем так, есть несколько населенных пунктов, где статус меняется от сельской врачебной лаборатории до фельдшерско-акушерского пункта. Вот, и по учреждениям образования мы договорились, что до 2022 года мы один населенный пункт, это село Перелях, будем реорганизовывать два наших учреждения, это школа и детский сад, в одно учреждение, школу-сад. Ну, это будем мы делать постепенно и, конечно же, по согласованию с населением. Хорошо, экономия в деньгах по району какая? Готова завершить? Ну, в части экономии окончательный вариант мы еще не по соглашению не подписали. В точных цифрах я не скажу, но чисто по штатам, если так посмотреть, это 53 штатных единиц, вот, в том числе 22 это вот те штатные единицы, которые входят на услуги. Спасибо. И могу, если можно, уточнить, что на цифры есть сведенные, Никита Викторович, все это точно сказал, что еще не подписано. Но я хочу вот еще один момент уточнить, что горный район, например, действительно того района, который уже основные изменения, которые мы сейчас с другими районами проводили, реализовал до этого. Поэтому горный район, например, того района, когда минимально мы вот датчик преобразования видим, в цифрах у нас в горном районе 60 учреждений социальных, всего 7, при этом 8 учреждений будут затронуты в виде вот укрепления юридических лиц, потому что Никита Викторович говорил относительно статуса учреждений. И действительно, одна из таких, с точки зрения денежного эквивалента, мы видим, что в трехлетнем горизонте 29 миллионов рублей экономии высвободится, ну и, как мы уже тоже несколько раз говорил, значительная часть в данном случае в полном объеме, предполагаем, что они останутся в горном районе. Но вот просто я тоже хотел подчеркнуть то, что Никита Викторович говорил относительно важного момента, ну, вот на примере врачебной амбулатории фельдшерский акушерский пункт здесь. Мы, с одной стороны, вначале смотрим по нормативам, потому что мы же исходим из в целом ситуации по республике, какие сейчас нормативы по обеспеченности врачебной помощи. А потом смотрим вместе транспортную доступность,
перспективы развития населенного пункта, динамику населения и в целом, как выглядит сеть. В частности, по горному району целый ряд решений мы приняли, что мы, по крайней мере, сейчас не будем делать преобразования в силу того, что мы видим объективные условия, которые, ну, вот в цифрах, если свести их, они не отражены, но когда мы предметно на месте смотрим, то очевидна потребность, допустим, в сохранении данного вида медицинской помощи, исходя из потребностей людей и именно тех услуг, которые должны оказываться тем или иным звеном медицинских учреждений. Хорошо, спасибо. Давайте послушаем общественную палату, какая позиция у них и что они думают на этот счет. Добрый день, Владимир Викторович. Во-первых, я хотел бы поблагодарить за то, что вы нас сегодня собрали. Действительно, то, что будоражит население, это то, что очень мало информации, да, о нынешней ситуации с этой оптимизацией социальной инфраструктуры. Вот 17 мая в Общественной палате Республики Саха-Якутия прошел круглый стол, вот, где мы обсуждали вот, 202 постановление. Да, и я считаю, что Илдархан принял совершенно правильное решение. Вот, ну и, конечно, очень мудро решили проводить переговоры с каждым улусом по отдельности. То есть не со всей республикой, а с каждым по отдельности. И как вот уважаемый Никита Викторович сказал, у нас большинство улусов, они все являются дотационными. Вот, и в их бюджетах собственные доходы занимают там очень маленькие проценты. Вот в Хангаласском улусе всего 130 миллионов доходов. То есть получается, они тоже против республики ничего сказать не могут. То есть они зависят на 100%. Почти. Вот. И здесь у нас было, вот, Владимир Викторович, в рекомендациях мы просили рассмотреть вопрос включить членов Общественной палаты Республики Саха-Якутия в состав межведомственной комиссии. К сожалению, этот вопрос не решен. Ну и также в наших рекомендациях мы написали вам проводить систематическую разъяснительную работу с населением по проводимой реформе именно в муниципальных образованиях в районах республики. То есть разъяснять, собственно, населению. Потому что практически только вы, Владимир Викторович, вот, разъясняете свою позицию именно с точки зрения всей республики. А конкретно в каждом конкретном улусе, да, вот, как идет переговоры, как они прошли, кто подписал соглашение, кто там не подписал соглашение. Ну, одни слухи. То говорят, там какой-то улус приехал в Якутск, разругался, понимаете, с министерствами. Ну, такой на уровне вот WhatsApp слухов. И это вот муссируется в WhatsApp, да, в социальных мессенджерах. И получается, как-то оно будирует такие вот негативные ощущения. Вот. Ну и кроме этого, на том круглом столе вот, выступали представители школ города Якутска, часть из них члены нашей Общественной палаты Республики Саха-Якутия. И вот они сказали, что очень такой негативный пример со стороны вот, правительства в том, что вот, зарплаты директоров школ, как отдельный частный случай, сделали одним из оснований для сокращения численности работников образования. То есть, и там одна директор школы, она получила отпускные, потом она получила зарплату и получила премию за год. И у нее получилась очень большая зарплата. И вот, говорит, ее потом затюкали, можно сказать, практически. Да, ну вот она не может же каждому, если по всей республике, по WhatsApp, по всем средствам массовой информации прошла такая информация, что директора школ такие уровни зарплат получают. Поэтому вот тогда вот на круглом столе, Владимир Викторович, вот наши члены, вот представители педагогической общественности тоже просили как-то вот этот вопрос нет. И во-вторых, что касается сокращения административного аппарата, то был такой пример на круглом столе, что в городских школах бывает по 2000 учащихся. И это больше или равно, например, числу учащихся в некоторых маленьких улусах.
И получается иметь директору школы нескольких замов, да, то есть это как-то, получается, это численность их замов это меньше, чем, например, число сотрудников управления образования в маленьком Улусе. И получается, а школа по численности такая же, как численность всего района. Поэтому тут такой как бы подход, я совершенно надеюсь, что вот, когда вы сейчас осматриваете каждый улус в отдельности, эти моменты уже как-то входят, да, в ваше видение, потому что всех под одну невозможно. Тем более с учетом того, что вот наш город Якутск это практически 35% населения собралось в одно место. Вот, ну и во-вторых, я как вот родом с сельской местности, я хотел бы сказать, что вот мы тоже в свое время ездили на грузотакси, это вот грузовик, на кузове которого были поставлены вот скамейки, мы ездили за 7 километров в школу, всю зиму, минус 50 тоже, ну и результат все равно такой, что например, число поступивших в вузы у нас было намного меньше, чем, например, в соседних селах, да, то есть, которые не ездили. Вот. И поэтому и те, кто учился в интернатах, они тоже не особо блистали в образовании. Поэтому тут действительно надо как-то рассматривать, наверное, вопросы, делать какой-то ход конем, потому что, например, за рубежом, в той же Австралии, у них есть дистанционные школы. Вот у нас есть очень хороший этот проект «Кочевая школа», которая позволяет дистанционно учить детей. Да? Потому что у нас главная проблема это скоро будет обезлюживание сельского населения, потому что вот молодежь массово переезжает в рабочие поселки, в улусные центры и в город Якутск. И вот недавно к нам приходил родственник с Алекминского района, да, село Толко. Он сказал, что практически самый молодой, кто держит скотину сейчас, да, это вот оказался брат моей жены, ему 49. Вот, и моложе его уже никто не держит крупный рогатый скот. То есть вот этот момент, потому что вот мы когда были на Дальневосточном форуме Общественной палаты, перед нами выступали по национальной программе Дальнего Востока, и там вот они говорили, что социальные объекты мы будем предусматривать и финансировать с национального проекта только в тех местах, где будут, например, созданы туры. Как, создавайте тур, и мы вам откроем типа больницу. И потом я у него спросил, говорю, по российским нормативам ФАП до 1000, то есть до 1000 человек ФАП. Я говорю, а с нашими расстояниями дальневосточными там и так далее. Ну вот он говорит, сейчас в национальной программе мы ставим вопрос, что уменьшение норматива российского до 500. Вот я думаю, эти моменты прорабатываются правительством. Вот и Асиль Сергеевич докладывал вот, на Госсовете во Владивостоке. Поэтому... Если так резюмировать вкратце ваше выступление, вы говорите о том, что сохранив бюджетные учреждения в наследниках и в небольших районах, мы сохраним наследные районы, собственно, где будут молодежь. Ну вот села Толко сегодня уехало, вот 13 учителей уехало. Они переехали вот в райцентр и в город Якутск. То есть, получается, наиболее образованная, наиболее такая профессиональная часть сельского населения сейчас массово переезжает. И кто остается в селе? И как мы обеспечим вот, эффективность социальной сети? Вот. Спасибо. Если можно коротко, буквально по вопросам пройдусь, не вдаваясь в подробности, потому что вопросы глобальные, Николай Андреевич поднимает. Но первое, что по подключению к работе, безусловно, за, давайте так решим. Особенно я вижу большую роль, которую Общественная палата может сыграть как раз в информировании населения. Давайте вместе разработаем, может быть, даже отдельный какой-нибудь проект, потому что, чтобы греха таить, я согласен, что здесь мы не дорабатываем и мы недостаточно доводим информацию до населения. Второе, по примеру зарплаты, поэтому мы рассматриваем досконально каждый район, каждую строчку, у меня вот все выкладки есть, то есть это не какие-то разовые эмоциональные суждения, а это фундаментальный разбор вплоть до каждой точки. Единственное, понятно, трудоемкий, я тут посчитал, что лично я вот с мая по сегодняшний момент не меньше 50 часов рабочего времени провел вот в этой работе. А
та рабочая группа, которая занималась, там, я думаю, что все это время занимались. Поэтому надо быть готовым, что если вы подключаетесь, то это такая скрупулезная, часто такая муторная, скучная работа, вот, которая, но тем не менее необходима, чтобы разобраться во всех вот этих мелочах и нюансах, потому что она действительно очень значима. По Якутску мы сейчас пока зафиксировали такие совсем точечные вещи, но буквально на прошлой неделе с Авданой Владимировной Аксентьевой мы встречались, и говорит, что по Якутску мы отдельную программу по развитию, мы на образовании сконцентрировались, по развитию образования будем разрабатывать, и она будет такой вообще особой, потому что и процессы другие в Якутске проходят. Количество детей, если мы смотрим в целом республике, оно в школах чуть растет, в целом уже уменьшается, а в Якутске оно резко растет. И здесь другие подходы совсем нужны. Вот. Ну и качественные вещи для трети населения республики, конечно, это очень важно. Я вот не буду вдаваться в детальную дискуссию. Вы подняли вопрос относительно того, что влияет на качество обучения и как вот там дети добираются до школ или не добираются, или там какие дистанционные технологии. Я просто еще один пример приведу. Мы в последнее время действительно очень, за последние несколько десятилетий очень сильно нарастили сеть. Но в результате с теми негативными процессами, о которых вы говорите, то, что люди уезжают из маленьких сел, у нас есть много ситуаций, когда, например, в 11 классе учится один человек или два человека. Вот представьте себе, какое качество обучения получает школьник, когда он учится один в классе. Школа — это не просто там учебники освоить, это и социализация. Ему надо банально с кем-то поиграть в футбол, еще что-то. Но как урок физкультуры проходит, когда в классе один человек занимается. Вот. И вот это тоже надо учитывать, что в какой-то момент, особенно это конечно, не касается младших классов, там, где, конечно, речь не идет о том, чтобы школьников 1-2 класса куда-то возить в большие расстояния. Но, например, для детей старшего возраста вполне может быть, я не говорю, это индивидуальное очень решение, оно должно быть, учитывать желание родителей. Но если такое желание есть, то я считаю, что мы должны создать возможность, чтобы полноценный класс был, качественные учителя. Вот. В основном у меня тоже много соображений есть и по Торам, что это, конечно, утрирование, что только там где Тора, это просто так прозвучало, наверное. И по поводу того, как нам все-таки действовать, чтобы развивать и удерживать население сельской местности, просто чуть отдельный вопрос. Единственный еще один пример только приведу, что не всегда наши желания и наши решения приводят к тому результату, на который они направлены. Я в одном из районов, не буду называть, районный центр был, общался с главой района, он говорит, да, в принципе, мы видим улучшение, видим, что есть программа. Я сам, район такой достаточно обеспеченный, много поддерживаю учителей. Он говорит, что происходит? Как только зарплата повышается или поддержка начинает идти, первое, что делает работник образования, это берет в ипотеку квартиру в Якутске. Он говорит, я понимаю, что через 5 лет он уедет. И получается, что вот такая чуть-чуть однобокие решения, они правильные, но они не всегда позволяют на тот результат, который мы рассчитываем, достичь. Здесь, наверное, тоже в пример можно Ленский район привести. Правда, у них бюджет не дотационный, но тем не менее они же способны как-то привлекать учителей, у них целая программа, и в том числе в Насыгане способны привлекать с отдаленных районов педагогов. Да, пожалуйста. Давайте перейдем к вопросам, мнениям, предложениям. Мы прям ждали этого момента. Виолетта, вам слово. Сейчас прозвучало, что вы конкретно по районам работали, там с индивидуально дифференцированный подход был. Хотелось бы все-таки конкретизировать и узнать, как, в каких районах, например, в каком районе пришлось, что называется, очень прям там сильно перекраивать все. И какие проблемы были. Спасибо. А можно представить? Баскарова Виолетта Есена. Спасибо, Виолетта, за вопрос. Есть сведенные данные общие, где больше, где меньше. Больше всего такие самые большие изменения мы видим в тех районах, в которых наиболее разветвленная сеть, и сеть не менялась в течение последних лет. Это в первую очередь заречные наши районы, Усть-Алданский, Чурапчинский, Татинский,
Ясинский, там чуть меньше Микино-Кандаласский. Вот. И вот, наверное, там больше всего, потому что вот Никита Викторович правильно отметил, что мы, когда переходили к работе и смотрели, мы сверяли численность, сеть и показатели, которые связаны с качественными и с расходными величинами. И вот в этих районах наибольший потенциал мы видим. Какие решения были сделаны, я уже упоминал их, в основном это объединение в одно юридическое лицо. В ряде случаев мы стимулировали создать, если населенные пункты находились очень близко друг к другу, то понижать классность, и то, что Виктор приводил, старшеклассников переводить в соседние учреждения. Но я могу сразу сказать, что это буквально в единичных случаях, потому что мы, как я уже тоже сказал, исходили из желания самих родителей и готовности их передавать. Я могу сказать, что в итоге только по 4 учреждениям вот такое решение было принято, по всем остальным решение по снижению классности так и не было принято, хотя я считаю, что в перспективе, с учетом желания родителей, все равно это правильное направление, исходя из качества обучения. Наверное, как-то так. Если там еще детальнее, то, может быть, вы конкретизируете, я тогда могу на конкретных примерах, или, может быть, кто-то еще. Я просто хочу акцентировать внимание, потому что команды приезжали со специалистами по экономике, финансам, по здравоохранению, культуре, образованию и так далее. От состава команд, от компетенции тоже многое зависело, потому что там были очень такие споры иногда, кто-то настаивал, основывал. Но есть были районы, которые не совсем были подготовлены. Может быть, там новые главы, новые руководители, новая команда и так далее. В этом отношении, где действительно работа была проведена опережающая, это у нас 97-й год, если кто помнит, 2000-е годы, когда у нас есть ситуация и так далее, тоже планово проходило. В этом отношении, конечно, очень много зависит и от команд, которые работают в ВУЗах, как они видят и как они именно комплексно видят эту проблему, связывая с социально-экономическим развитием конкретного ВУЗа. Я просто сейчас ВУЗы не хочу назвать, но с другой стороны я хочу именно на это сказать. Есть и субъективные такие, когда не совсем подготовленные люди. Самое сложное, наверное, еще впереди, это с точки зрения принятия решения по Арктике. Какие трудности вы уже видите на перспективу по оставшимся районам? Спасибо. Арктика действительно еще более особые районы, в силу большого количества труднодоступных населенных пунктов и в силу того, что на самом деле арктические районы у нас, это уже затрагивалось в дискуссии, мы не вписываемся в федеральные нормативы и так называемый сверхкоечный фонд, сверхнормативный коечный фонд, который мы содержим за счет бюджета республики или перебрасывая средства, которые Федерация наводит по здравоохранению с крупных населенных пунктов на Арктику. Это, собственно, то решение, которое мы ждем по итогам Госсовета, который прошел в начале сентября во Владивостоке. Переход с нормативной на сметное финансирование здравоохранения. Подходы, принципиально будут те же самые, то есть мы в любом случае будем индивидуально каждый район смотреть и смотреть потребности и возможности развития сети. Но для того, чтобы окончательное решение принять, я уже упоминал, что я буквально через 2 дня выезжаю с рядом членов правительства тоже в Верхоянский район, причем мы там не только в районном центре в Батагае будем работать, мы там десяток населенных пунктов посетим, которые находятся в возможности доступа, для того, чтобы на месте посмотреть, выработать как раз подходы, которые потом в других арктических районах будем применять. Хорошо, Иван Иванович, давайте в порядке очереди. Я давно на очереди стою. Только что ко мне подошли, поэтому у нас люди уже заранее просились. Да, я не понимаю. Лазаренко, пожалуйста. Добрый день, у меня вопрос к вам, Владимир Викторович. Вы не раз упомянули, что в результате принимаемых мер экономия – это не самоцель. Но, тем не менее, разумеются какие-то цифры, которые будут сэкономлены. В связи с этим вопрос,
те деньги, которые останутся в районах в результате этой экономии, куда они будут перенаправлены, и не будет ли ситуации, что, вот, допустим, сэкономили в сфере образования деньги, район направил там, закрывать дыры в ЖКХ там, или дорожную отрасли. Каким-то образом будет это регламентировано или все-таки на откуп районного отрасли? Спасибо за вопрос. Мы изначально, когда вот это решение, оно будет оформлено в виде такого соглашения между республикой и районом, в котором будет строчка, вернее, столбик экономия ожидаемая. Понятно, что это прогноз. Оно может быть больше, может быть меньше. Фактически решение будет зависеть от того, как оно реализуется. И дополнительные расходы, ожидаемые тоже. И они будут с некоторым обоснованием, то есть они, безусловно, мы исходим из того, что они должны быть направлены на ту сферу, из которой экономия происходит. То есть в этом смысле понятно, что здесь мы в любом случае находимся в диалоге с районами, и мы понимаем, что в ряде случаев такие срочные расходы требуются, которые не предусмотрены, и в общем происходит отвлечение, но данные средства мы рассматриваем как целевые именно на те сферы, которые показывают повышение эффективности и показывают движение вперед. Ну, в районе это устраивает подобный механизм? Деньги, сэкономленные на здравоохранении, нельзя перебросить на спорт, например. Это пояснишь, что здравоохранение – это государственные расходы, они в район даже не касаются, то есть они на государственном уровне остаются. Действующая методика, она не позволяет ту экономию, которая возникла, оставлять в районе. Это только в течение финансового года можно делать. Схема формирования бюджетов, она указывает на то, что экономия, которая остается, она просто на следующий год рассчитывается таким образом, что дотация снижается, уровень доходов, не доходов, а уровень дотации со стороны Республики Саха-Якутия, он снижается, потому что все время это идет сбалансированность на тот объем расходов, который необходимо покрыть. Поэтому я вот в своей информации говорил, что необходимо нам совместно вот эти правила определить, чтобы они были понятными, и вот тот объем, который остается, точно видеть, и чтобы он точно оставался. Вот это. Очень правильный вопрос. Я хочу, опять-таки, поскольку пример образования взяли, да, хочу некоторые вот соображения сказать. Защищенность, такие субсидии, субсидии и так далее, их не должны трогать. А с другой стороны, от сокращения, допустим, юридических лиц и так далее, то, что в методике внутри сидит, там могут быть вопросы, да, допустим, на капитальный ремонт, на вот, эффективность по системе образования, а на капитальный ремонт, допустим, эти деньги направить и так далее. По межбюджетным отношениям все равно надо посмотреть, чтобы все детали, ну, досконально знать. Хорошо, спасибо, пожалуйста, Иван Иванович. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники. Очень хорошо, что вот идет этот круглый стол, разговор, вполне откровенный, так? Но мы обсуждаем кота в мешке. Вот 1,5 месяца тому назад тоже была пресс-конференция госпожи Борисовой, так? Или Афраимовны, так? И то же самое, значит, я пытался у нее узнать конкретно вот цифры по улусам, по наследам, и она сказала, что это будет потом, когда все, так сказать, завершится, когда мы закончим работу. Ну, сегодня имеем практически то же самое, то есть у вас на руках нету никаких, так сказать, вот этих списков, где что сокращается. Так ведь, да? Ну, есть вот общие цифры, что 1000 будет уволено из ЖКХ. Так? Но на самом-то деле из мест идут очень тревожные сигналы. Вот. Сунтарский улус, Негин-Кангаласский, Усть-Алданский вот, и другие улусы, Вилюйский. Вот. И когда вы говорите, что врачи все остаются на месте, это не так. Допустим, в Вилюйском районе, вот село Чучу, там значит, переводится ФАП, и там врача не будет, допустим. Ну,
И общая картина ее нет. Общей картины нет. То есть вы говорите о коте в мешке. Так? Вот. Но красиво говорите, это очень тоже хорошо. Далее, значит, то есть вот уже есть диспозиция, где что сократить, потому что люди на руках получили эти бумаги, приказы министра Борисовой. Может быть, не все, но все эти данные очень хорошо, так сказать, упрятаны, так? И трудно, так сказать, вот это находить. Ну, то же самое сегодня мы видим. И что же я хотел бы сказать? Вот тут люди благодарят мудрое правительство за то, что отменило, значит, 202 правильно, что выступало профсоюз. Ну, надо благодарить, наверное, стратегический центр, который вот так прямолинейно, значит, выразил первоначальную задачу, так? И эта первоначальная задача сейчас точно так же выполняется практически, так, но изменился просто вот так, словесное оформление изменилось, так? Вот, теперь, что хочу предупредить, как человек не первой молодости, вы знаете, что, ну, как пожилой человек, так? Значит, вы знаете, что с некоторым опозданием самый такой главный человек страны уже задумался об этих, значит, наших наследах, и об этом, значит, был разговор в Хабаровске на Госсовете. И вы знаете, что вот только недавно разговаривали Медведев с Путиным, то есть Путин с Медведевым, точнее, так, и тоже о больницах, о первичной медицинской помощи. Вы, господа, можете попасть в просак, потому что вот уже вы позакрывали, а потом может оказаться, что вы допустили крупную ошибку, и поэтому вообще там, если я не ошибаюсь, предусмотрено 1,3 триллиона на эти дела, как бы вот об этом какой-то разговор, но это пока WhatsApp, еще не проверено, поэтому этой информации можно не доверять, но вы, значит, как правительство, более оснащены информацией, так? Ну и поэтому надо, значит, думать, настраиваться на то, чтобы восстанавливать те больницы, которые закрыты, так? Вот, которые превращены в ФАПы. Вы когда говорите, что мы не закрываем ни одно медицинское учреждение, так, в этом смысле вы формально говорите правильную вещь, но вот вы превращаете там участковую больницу в ФАП, врачебную амбулаторию в ФАП, и таких примеров очень много, и сокращаете очень много людей. Это вот когда это в конце концов вы все это пропишете, все это будет известно людям, и понятно, что это вызовет, я думаю, волнение, так, среди людей. Так, и такой еще вопрос. Вы, Владимир Викторович, конечно, очень такой способный человек, возможно, даже одаренный и широких, так сказать, интересов. И вот мне интересно, вот в июле 2018 года, когда шли в разгаре выборы, вы встречались с Яшиновым, ВВ, юристом штаба «Справедливой России», который, значит, судился, чтобы снять меня с выборов. Так, именно Яшинов. И, конечно, была проведена работа в это время по выборам. И рядом сидит с вами, значит, вот Никита Викторович, глава ВУЗа, который потом пытался выгнать с работы старика, ветерана, двух ветеранов, за то, что они содержали у себя на усадьбе наш штаб. Вот и так далее. Извиняюсь. Ну, все. Давайте Спасибо. Спасибо, Иванович. Я отвечу на вопросы, на все. Начну с последнего. Я встречаюсь с тысячами людей. Вот я сейчас даже записал, кто такой Яшинов ФБ, я с ним точно не знаю, не представляю себе, кто это, но опять я встречаюсь с очень большим количеством людей и должен пожаловаться, что
память мне начинает подводить иногда, я не всех даже своих близких... А брат был 4 человека. Ну, еще раз, я такого человека не знаю, вот, поэтому это в данном случае вопрос мне непонятен. Вот. По остальному, первое, по детальной картине. Да, вы правы, что мы общие цифры не увлекаемся ими по двум причинам. Первое, потому что очень много увлекались общими непроверенными цифрами до того, как я там, лично в таком каждодневном режиме занялся, пока этим занималась там, в целом уполномоченное от правительства люди. Все время возникали цифры, то 7 тысяч человек сокращаются по республике, то еще какие-то астрономические цифры, которые не имеют никакого отношения к действительности. И именно поэтому мы и не опубликуем цифры, пока мы в них не уверены. Вот был пример Николая Андреевича о том, что возникает громкий факт, и потом он становится предметом манипулирования. Вот это самое плохое, что бывает. Я предпочитаю всегда железно удостовериться в фактах, и потом уже их делать достоянием гласности, и за них потом отвечать, а не говорить то, за что я потом ответить не могу. Сейчас мы эту картину имеем, но имеем, опять же, она будет продолжать меняться. Почему? Несколько причин. Первое, что у нас большая часть учреждений, как мы все хорошо знаем, относится к муниципальному уровню управления. И решение о численности тех или иных учреждений принимаем не мы, не министерство. Это, например, самый такой массовый сфера образования. Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия не принимает решение о том, сколько людей работает в той или иной школе. И мы будем продолжать такого же принципа придерживаться. Вот те самые пресловутые, тоже обсуждаемые модельные штатные расписания, это норматив, по которому будет рассчитываться межбюджетный трансфер. То есть мы исходим из того, что школа должна иметь вот такое количество при нормативе численности и определенном количестве класс-комплектов, директор, столько-то замдиректоров, столько-то завучей, столько-то обеспечивающего персонала и так далее. А после этого это будет решение директора. Он может сохранить 6 замов, просто у них зарплата будет делиться на 6. Или может сохранить 2. И их, вернее, оставить 2 и создать им достойные условия работы. Это решение директора, и роль директора, мы ее немножко принижали, директора школы, а она ключевая, я считаю, что нужно повышать. Это то, что я в том числе говорил, выступая на августовском совещании работников образования. Поэтому я еще раз скажу, что в сфере муниципальных образований у нас не будет точной цифры, у нас есть ориентиры, которые мы зафиксируем с главами районов, и от которых мы будем отталкиваться при дальнейшем движении. Дальше, второй момент. Что касается того, является ли работа, которую мы проводим, прямым продолжением 202 или в чем она отличается. Отличие принципиальное и очень важное, что 202 постановление правительства исходило из того, что можно разработать универсальные правила, трафарет, который доложить на сеть и получить ответ, какая сеть нужна. Я скажу, это мое глубокое убеждение, я признаю, что тогда это было ошибочным движением принятым, формально подготовленным и принятым моими предшественниками, я его реализовывал тоже в течение 9 месяцев. Но это было ошибочное решение, потому что трафаретом нельзя решить вопрос сети. Он должен решаться индивидуально. И в этом принципиальное отличие от предыдущей работы. Не меняется подход, что нам нужно двигаться, нам нужно меняться. Мы не имеем права поставить на паузу. Мы не имеем права не меняться. Вот звучат предложения иногда, давайте от глав районов некоторых, давайте мы будем меняться, но через год. На год тут все оставим как есть, а через год будем меняться. Мы не имеем права это делать, потому что дети ходят в школу сегодня. Они сегодня получают то качество образования, которое мы им даем. Сегодня люди получают то качество здравоохранения, которое мы имеем, и так далее. Третий пункт. Отношение сети медицинских учреждений. Еще раз, сами учреждения
не закрываются. Да, происходит изменение уровня, и в ряде случаев происходит понижение статуса учреждения, но в данном случае, опять же, мы исходим из индивидуального подхода, и вот как пример с городом районом с Никитой Викторовичем, там, где мы увидели, что понижение уровня приведет к ухудшению качества услуг, мы это решение приостановили и сказали, мы вернемся к нему через год, когда посмотрим, какая динамика. А там, где по факту услуги и так оказываются в небольшом объеме, или там не оказываются вовсе, или когда, я же тоже специально сам езжу много по районам, и когда приходишь в учреждение, говорят, в чем функция? В том, чтобы выписать талончик и отправить все равно в районную больницу, зачем такую функцию сохранить? Она не нужна. И здесь мы должны исходить из набора услуг, которые оказываются населению, а не из формального статуса юридического учреждения. Набор услуг, которые население получает, должен соответствовать стандартам и соответствовать качеству жизни. Я еще раз повторю, то те цифры, которые я привожу, я за них отвечаю, что в системе здравоохранения количество врачей не уменьшится. Мы планируем увеличение количества врачебного персонала на 47 человек, исходя из текущих данных. Будут сокращения по обеспечивающему персоналу, по обслуживающим, по прочим. Врачебный персонал сокращаться не будет. Это не означает, что в маленьком каком-то, может быть, единичный случай, как врач из одного учреждения в другой будет переведен. Да, я говорю, в целом система, количество врачей не будет уменьшено. Ну и, наконец, вы абсолютно правы, Иван, что мы должны вписывать нашу работу с одной стороны, в федеральные тенденции, с другой стороны, там, где мы видим не соответствие федеральных подходов нашей реалии, а отстаивать наши реалии, как мы продолжаем делать со сверхнормативным коечным фондом, как мы продолжаем делать с тем, что Валентина Ивановна поднимала вопрос, касалось его по северным надбавкам и по коэффициентам, которые мы продолжаем выплачивать в более высоком размере, чем предусмотрено федеральным нормативом, из-за чего мы вынуждены отвлекать средства с других направлений бюджета, потому что ровно так же, как, допустим, муниципалитеты от нас получают межбюджетные трансферты, так же мы получим межбюджетные трансферты от федерации. Но мы считаем этот подход верным и продолжаем его настаивать. Дальше мы не собираемся переводить арктические районы на нормативное содержание объектов здравоохранения, потому что по нормативу у нас будет 4 хирурга на всю Арктику и 3 окулиста. Мы продолжаем содержать всех врачей, которые необходимы для обеспечения услуг, несмотря на то, что это не предусмотрено федеральным нормативом. И в этом смысле мы внимательно смотрим и включены в федеральную повестку. Вы знаете тоже, что уже объявлено проведение в ближайшее время Государственного совета по тематике первичной помощи первичного звена здравоохранения. Губернаторы будут принимать участие. Уверен, что Александр Сергеевич будет принимать участие, и наши подходы будет отстаивать на уровне главы государства. Спасибо. Хорошо, спасибо, пожалуйста, коллеги. Фунта Долореса. У меня такой вопрос касательно оптимизации. Уже прозвучало то, что если не сотни, то тысячи человек точно будут сокращены. Там, где важен любой специалист в районе, есть угроза того, что отток населения неизбежен. Например, каждый специалист важен, но все-таки желательно его оставить в том же районе, где он работает. Несомненно, часть людей, которые попадут под сокращение, они все-таки приехали в район, может быть, для работы, а тут их бат сократили. Ранее по ходу выступления уже прозвучало то, что с ними будет вестись работа по дальнейшему трудоустройству. Как будет вестись, по какому принципу это? Если им будут предлагать по тому же направлению, которое они ранее работали, или же и будет предложена возможность еще и переобучения? И из каких бюджетных средств это вообще будет положено? Смотрите, я просто на цифрах еще раз повторю, что если у нас в системе, возьмем систему образования, как пример, в системе образования у нас работает 50 тысяч человек по всей республике. Из них предполагается, что за 3 года будет сокращено 380 человек. Это 0,65%. Это в пределах статистической погрешности. У нас в рамках, допустим, просто преобразования частных образовательных учреждений
больше людей там ежегодно набирается и сокращается. Просто потому, чтобы мы понимали, что это не какие-то догматические или там системные изменения, что мы половину или там треть. Да? То есть это не тысячи людей, еще раз, 386 человек во всей системе образования Республики Саха-Якутия, которая самая массовая по численности, которая включает 50 тысяч человек. Но даже их, конечно, мы не можем оставить на произвол судьбы и не заниматься. Подход будет ровно такой же, как и в целом к анализу социальных учреждений. Вместе с районом, то есть это ответственность района, конечно, будет, комитет по занятости республики, ну и в данном случае Министерство образования, которое принимает систему, будет план высвобождающихся людей с квалификацией и с пониманием, кто эти люди, и им будет предложено и обучение, и трудоустройство. Как правило, это не учителя, то есть учителей там тоже минимально. Как правило, это вот эти примеры, которые Никита Викторович приводил, сторожа, кочегары, обеспечивающие специальности и так далее. Создание условий для предпринимательской деятельности. То есть, вот Горный район же очень хороший пример, Никита Викторович приводил. Сократили сторожей, создали предприятие, в котором те же люди также трудоустроены, просто они выведены из системы на аутсорсинг, она более гибкая, она более эффективно работающая система. Те же люди также работают, просто называются теперь не сотрудниками образования, а сотрудниками частного предприятия, которое оказывает соответствующие услуги. И таких примеров очень много. И на самом деле мы системно видим большое количество задач. Она чуть выходит за рамки сегодняшнего обсуждения, поэтому не буду подробно, просто намечу. Это создание возможностей трудоустройства как раз в населенных пунктах в сельской местности. Это, ну или там вне крупных городов. Это может быть, это такая непростая задача, но мы над ней предметно работаем, Министерство предпринимательства, Министерство сельского хозяйства. Вот, совершенно разные сферы здесь могут быть. Я пример приведу, он нетипичный, он относится только к, там, наверное, Западной Якутии и Южной, там, где, и на Востоке, там, где есть крупные промышленные предприятия, или где дороги развиваются. Вот пример Сунтарского района, который уже Иван Иванович приводил. Вот, я там тоже был в рамках как раз этой работы и сеть внимательно изучал. В Вилюйской губернии сейчас активно развивается дорожное хозяйство. И дорога Вилюй становится постепенно. Мы видим, что на горизонте нескольких лет настанет круглогодичный со строительством мостов, и она создает уже десятки рабочих мест для строителей, для рабочих, для тех, кто занимается придержанием дороги, а дальше это развитие придорожной инфраструктуры и так далее. Вот это там десятки и сотни рабочих мест, которые только одно инфраструктурное решение развития автодороги создаст как раз в районах, где мы видим сейчас избыточные, ну как не избыточные, где мы видим напряженную ситуацию с безработицей и занятостью. Это просто пример одного из решений. Такие решения мы будем прорабатывать. А предметно по людям, которые будут высвобождаться, каждый из них будет в реестре, по которому работа на уровне района, на уровне службы занятости и на уровне профильного министерства будет развернута по переобучению и по предложению дальнейшего трудоустройства. Конечно, эта сфера будет финансироваться в рамках деятельности наших учреждений. То есть, конечно, мы не будем за деньги гражданам предлагать учиться. Спасибо. Сергей Сумченко, потом Наталья Попова. Владимир Викторович, правительство посчитало экономию примерно, которая ожидается. Мне интересно, какие-то деньги будут вкладываться в реформу не из той будущей экономии, а сейчас? Объясню вопрос. В этом году Алганская ЦРБ попыталась соединить в одном здании роддом и гинекологию. Наверное, правильное решение, наверное, я говорю, там, таким образом высвобождалось здание гинекологии, из которой потом можно было получать экономию, да, расходов. Но стал вопрос, где-то 500 000 на создание проекта, плюс реконструкция, здание, боксирование и так далее. Денег таких нет. Главврач там пытался на коленке нарисовать проект, который, естественно, Роспотребнадзор ему неизменно возвращал. То есть вопрос вот этот получается, денег нет у районной больницы, республика не дает деньги на вот такие мероприятия. Что ему остается? Сокращать койки, дальше врачей, там, медсестер, не знаю кого. И еще буквально недавно встречались с ЖДЯ.
Это просто как ремарка. И услышали ужасную историю, скажем так, что наш железнодорожный техникум, который находится в Нижнем Бестяхе, он буквально несколько человек в год дает только железнодорожникам специалистов. В чем причина? По разным причинам, да, кто-то отсеивается, но большая часть отсеивается из-за того, что ребята не могут пройти медкомиссию на объект повышенной опасности, на железную дорогу. То есть они поступают на общих основаниях по обыкновенной справке, когда получают диплом, идут на железку, они говорят: ребята, у вас зрение не подходит и так далее. Когда, говорят, попытались с руководством техникума беседовать на эту тему, они говорят, углубленный медосмотр при поступлении нарушит права ребят на обучение. Ну что получается? Мы тратим бюджетные деньги, непонятно, кого выпускаем оттуда уже ребят, которые не смогут устроиться в них там. Ну, естественно, крадем у них будущее, да? Обещают сначала нормальную работу. Ну, неужели вот здесь сложно? Это же реальная экономия будет. И та же молодежь Якутии в промышленность пойдет. Спасибо за вопрос. Я коротко отвечу, что время оставить на другие вопросы. С последнего вопиющий безобразный пример. И, конечно, такие вещи нельзя допускать. Вот я к нему конкретно еще разберусь. Но что мы делаем, чтобы таких не было вещей? Мы сейчас систему среднего профессионального образования проводим фокусировку. Выбрали сейчас 7 колледжей. Кстати, Нижний Бестяцкий тоже туда попал. Команды прошли обучение с ведущими специалистами страны, Московской школы управления Сколково, международными экспертами, и разработали первые программы совместно с работодателями. Потому что вопрос здесь ключ к ответу – это взаимодействие с работодателем. То есть, по сути, железные дороги Якутии должны быть включены в процесс подготовки. И вот это нужно. Всех нюансов не может учреждение образовательного учить. А как это сделать, предлагаю отдельно обсудить, потому что все-таки чуть другая тема. Вот. Что касается первого вопроса, тоже это ровно те подходы, которые мы пытаемся реализовать. Чтобы в данном случае, например, глава района или начальник управления, который ведет сферу здравоохранения, мог сказать: да, сейчас мы не можем показать экономию. В первый год нам нужно больше денег. Но зато на второй, третий мы повысим эффективность. В таких случаях мы можем как раз выделять дополнительные средства в этом соглашении, чтобы такие вот узкие места можно было расширить. Вот. Но в системе здравоохранения это чуть легче решение на самом деле принять, потому что она у нас централизована. А в системе подчинения муниципальному уровню, вот мы как раз в рамках этой работы предполагаем, что вот высвобожденные средства, они и пойдут вот на те направления, которые хронически недофинансированы многие годы, как пример, который вы приводите, с в общем незначительными средствами на проектирование, или там текущие ремонты, тоже примеров много, когда просто директор школы зажат и все средства уходят на зарплату, поскольку у нас есть определенные нормативы и обязательства, и там банально нет денег, чтобы купить какие-то элементарные вещи, в общем, которые стоят очень небольшие средства, могут оказать серьезный эффект. Но, еще раз, примеры, они очень правильные и очень точно указывают болевые места, которые нам нужно расшивать. Мы стараемся их как раз расшивать. Вот, по, например, Южной Якутии, примеров того, куда мы вкладываем вне этой работы, конечно, это Нейденберг, куда мы больше миллиарда рублей совокупно и республиканского бюджета, и федерального будет направлено для того, чтобы объекты здравоохранения привести хоть в сколько-нибудь соответствующий вид, потому что они, конечно, в ужасном и таком заброшенном состоянии были многие годы. А так очень правильно, и как раз это мы пытаемся сейчас на эти вопросы найти решение. Спасибо. Пожалуйста, например. Добрый день, газета «Южный». Очень хороший разговор состоялся, но я хочу сказать, все проблемы от бедности, Федосия Васильевна очень правильно сказала, да? Мы все понимаем, оптимизация нужна, упорядочение вот этих систем тоже нужно, потому что не дело, когда в одной школе учителей больше, чем детей, есть такое. Но вы должны понимать еще другую ситуацию. В тех же ностриках, допустим, вот эти бюджетники, которые в одной семье обязательно один бюджетник, кто-то работает, если это большое счастье. Вот этот человек содержит всю свою семью, да? Даже тот же охранник, тоже какую-то стабильную зарплату получает.
И поэтому население сейчас из-за бедности очень напряжено, очень остро воспринимает вот эту ситуацию, да, и социальный всплеск в любой момент может возникнуть. Поэтому, чтобы этого не было, мне кажется, каждый глава России, каждый глава ВУЗа должен иметь тоже социальную свою ответственность. А хороший хозяин как делает? Вот у меня парень старший сын способный, он поедет учиться. Другой очень хороший конек, он у меня будет хозяйстве пригодится. Третьего он куда-нибудь пришлет, отправит уже на переучебу или что-то, да? Вот так же должны поступить все главы вузов и наследников. Но дело в том, что у муниципалитетов тоже денег не так много, да? Именно по созданию новых рабочих мест, именно критерии оценки работ глав и наследников и ВУЗ должно быть все-таки по созданию новых рабочих мест. С другой стороны, республика, как бы у нас промышленности предложение превышает спрос. Это тоже парадокс какой-то, да? Это значит, что мы где-то не дорабатываем, где-то это безработных больше, чем предложение. Вот, по всем этим нюансам надо поработать, и потом в будущем все-таки бюджеты тоже не такие богатые вузы, да? Должна быть какая-то социальная ответственность бизнеса, промышленности перед местным сообществом. Да? Недавно вот я общалась с главами Верховенского наследия, да? Они говорят, очень много промышленных предприятий, очень много аптечников появилось, с каждым годом все больше и больше, непонятно ничем занимаются, никакой ответственности перед местным сообществом они не имеют, никаких налогов не платят. Вот этого все упорядочить, да? Вот в советские времена как было. Кстати, это доводилось правительством, это доводилось партией, да? Что обязательно и местный бизнес, промышленность должны иметь социальную ответственность перед населением. Они держали на балансе школы, больницы, да? Строили дороги, строили социальные объекты, да? Было такое. И мне кажется, вот на налоговой системе нужна какая-то вот работа, чтобы они, промышленники, помогали муниципалитетам. И тогда пойдет, ну, допустим, например, после приведу, они, вот, допустим, встречаются в тайге там с геологами, да, с промышленниками. Они, значит, ему дают бензин, а для него ему дают мясо. Ну, просто они не будут довольны, и эти геологи тоже это, да? Да, ладно, извините, мы опять уходим. Но вот я просто... Вашего регионов как было, так и есть. Именно государственная политика должна быть именно Тут не столько на вопрос выступления, поэтому соглашусь, что эту работу, конечно, нужно проводить. Я абсолютно согласен. Пожалуйста. Можно я? Родион, помоги, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Майя Кинова. Хотела спросить, вот Владимир Викторович, когда сегодня федеральный центр наконец-то, ну не наконец-то, а к этому давно шло, обратил внимание на Арктику, на развитие Арктики, мы больше стали говорить о проблемах КМДС, мультисеминарных фидеров. И хотелось бы узнать, скажем так, более щадящая ли будет реформа для именно арктических улусов или национальных улусов? Ну, например, на примере Катайского национального улуса или, например, Верховенского района, можно сказать, да? И где, как вы сказали, это совершенно особенные районы, которых никак не сравнишь с зависимыми улусами, центральными улусами. Ну, мне не очень нравится слово «щадящее», потому что, на мой взгляд, она вся такая у нас очень взвешенная, и вот мы стараемся учитывать все нюансы, точно не рубить с плеча и не применять трафаретов и каких-то единых правил. Вот, но понимая, что в арктической зоне еще больше гораздо труднодоступных населенных пунктов и большая специфика связана с коренными малыми народами, конечно, мы еще более внимательно и бережно будем относиться ко всем аспектам в этой сфере. Именно поэтому мы Арктику на следующий этап отнесли. Вот, и мы вот сейчас, пройдя по 23 районам, только подходим к тому, какая работа будет по арктическим районам проводиться. Конечно, мы будем... Но одновременно в Арктике нам нужно больше, то, что я уже упоминал, кажется, Николай Андреевич, что нам нужны новые решения разные тоже будет искать, и сочетание с
дистанционным оказанием услуг, вот именно чтобы часть была на месте, а часть высококвалифицированной, либо специализированные предметы, либо специализированная медицинская помощь оказывалась через через дистанционные технологии. Здесь развитие интернета в ближайшие годы нам может позволить качественный сдвиг провести. Хорошо, Олег, буквально, Олег, я тебе дам сейчас слово, даже минуточку. Тут, Владимир Викторович, несколько человек, несколько выступающих уже озвучили в терминологии слово реформа. А можно вообще все происходящее назвать реформой? Ну, терминология важный момент, потому что мы часто в слово вкладываем разные понятия и спорим об одном и том же. Можем назвать и реформой. Ключевое, что мы должны понимать, что наша, в данном случае, сеть социальных учреждений, как и, на самом деле, многие наши другие направления работы, должны меняться постоянно. Это нет такого, что мы сейчас подвели черту и забыли дальше про то, как чего работает. Нам нужно, и это моя задача как председателя правительства, создать такую систему управления, которая будет каждого руководителя мотивировать и помогать ему каждый день развиваться и менять свою систему к лучшему. И поэтому можно назвать это реформой, можно назвать это развитием. Мне нравится слово развитие, поскольку он фиксирует. Но просто ведь вопрос еще и эмоциональный. Мы с вами понимаем, что со словами связана определенная ассоциация. Реформа, сразу у нас шоковая терапия начала 90-х годов, те страшные решения с плеча, которые мы помним. Конечно, не хочется, чтобы мы остались, потому что у нас другие принципы положены в основу. Поэтому я предпочитаю говорить именно об оптимизации. На самом деле, можно слово оптимизация, но очень правильно, потому что это оптимальное использование каждого рубля бюджетных средств. Это оптимальная модель функционирования. Но у нас уже есть негативное эмоциональное отношение, поэтому оптимизация сразу все будут резать бездумно. Остаться такая, это не так. Поэтому правильно, что мы будем постоянно развивать нашу систему, двигаясь к повышению качества. А это невозможно без изменения организационной основы. Хорошо, спасибо. Олег, пожалуйста, что ты думаешь о развитии? Владимир Викторович, дело в том, что мы еще с мая здесь встречались, по этому вопросу говорили, да, я все понять не могу. А почему нельзя признать одну вещь, очень простую, что правительство республики, вот это развитие, повышение направлено не на повышение качества и так далее. Основной аспект – это сохранить те услуги в здравоохранении, в образовании и в культуре, которые есть. Это же все на это направлено, а потом переходить на качественные показатели данной услуги. Поэтому у меня здесь возникает вопрос, да, дело в том, что 3 ведомства – здравоохранение, образование, культуру, основополагающие практически всех бюджетов районов республики. Здесь такой маленький, хороший вопрос. А будет ли меняться бюджетная политика? Потому что на сегодняшний день Министерство финансов республики диктует условия. Правильно говорит глава района о том, что у него будет экономия, он вынужден ее сначала отправить туда, а потом прийти написать бумажки, да, я правильно понимаю, чтобы получить эту экономию, может быть, в будущем году. И вот здесь вот вопрос возникает. Мы кому немного, так скажем, населению надо объяснить, что мы хотим оставить те услуги, которые есть, и при этом еще как-то сэкономить для районов. Но я вот боюсь, что этого не будет. На самом деле. Не будет, практика показывает жизненно, что такого не получается. Спасибо, Олег Ильич, за вопрос. Первое, что все-таки не оставить как есть, потому что в том все и дело, что мы не можем оставить как есть. Потому что первое... Сохранить, мы же сохраняем. Мы развиваем. Еще раз, мы должны повышать качество прямо сейчас. Мы не можем сказать, сначала давайте сохраним, а потом будем повышать. Нет. Но это две неразрывные части одного целого. Мы должны двигаться вперед, повышая качество, а для этого менять организационную основу, включая структуру сети, включая структуру внутри учреждений, включая подготовленность и компетенции людей, которые работают в этой системе. И одно без другого не работает.
это все слагаемые одного движения. И более того, скажу, почему мне представляется очень важным подчеркнуть этот тезис. Позиция главы района, позиция директора школы, позиция главврача больницы, потому что нам нужно, мы не можем управлять системой из одной точки. Глупо надеяться, что я, если буду министром образования и науки Республики Саха-Якутия, смогу повысить качество обучения или сэкономить деньги в Бердянске или в школе какой-то в Верхоянском районе. На месте нужно создать условия, чтобы люди могли двигаться вперед. И вы абсолютно точно фиксируете, что пока нету стимула это делать, потому что, во-первых, так устроен бюджетный процесс, и, во-вторых, все заберут. Зачем мне, как хозяин, экономить, если все возьмут и заберут? Но вывод неправильный, что так будет дальше. Так дальше не будет. И это четкая наша решительная позиция Арсения Сергеевича, он несколько раз это подчеркивал, и мы сейчас это проектируем. В чем это заключается? В чем конкретно это будет заключаться? Первое, что мы сейчас, Никита Ильич специально, еще тоже не подписал, поэтому он осторожно очень высказывается, но я могу просто сказать, какие установки я даю и на что я буду настаивать, что мы выйдем. Что мы выходим на соглашение с районом, в котором есть некоторое обязательство, не до рубля, но обязательство, что район понимает, что в течение 3 лет, конкретно открываю, у меня сведено в табличку, что горный район понимает, что он выйдет на дополнительную экономию, то, что было до сих пор, мы уже оставили за скобкой. Мы сейчас не можем возвращаться, потому что Никита Ильич большую работу провел, и мы эту экономию уже сняли с него. Это, к сожалению, так произошло, но мы уже обратно это не можем отыграть. Но то, что сейчас дальше будет делать, мы понимаем, что он выйдет на экономию 28 миллионов 917 тысяч рублей. Такая цифра. Она примерно, она будет немножко варьироваться. Я выйду на такую экономию. А мы говорим, тогда мы при расчете средств, которые будут в эту социальную сферу района делать, но в данном случае, понимая, что большая работа проведена, мы даже фиксируем большую сумму 30 миллионов 697 тысяч рублей. Если выполняется это, то выполняется это. И уже с учетом вот этих средств мы дальше будем рассчитывать бюджетную обеспеченность, финансирование образования и так далее. Как это практически будет, мы сейчас будем проходить, потому что это первый год сейчас будет бюджетирование, поэтому и вы с ним доверием говорите, все равно Минфин все заберет, и Никита Викторович не такое звучит настороженно, что вроде обещают, но пока непонятно, как случится. Но я, как председатель правительства, твердо намерен эту систему реализовать. И в целом мы будем двигаться к изменению отношений между бюджетом республики и бюджетами муниципальных образований, которые будут заключаться в том, что мы будем, Никита Ильич тоже очень правильно сказал, что цифры показывают, что очень разные системы. 202-й некоторые районы скажут, что мы категорически против, потому что мы сильно вынуждены будем урезаться. А Никита Ильич очень обрадовался, а мне наоборот добавил. Потому что он уже урезал больше, чем даже 202-й предполагал. Но это означает, что в основе у нас очень разные. Такая система у нас не важно. Это показывает, что систему все равно нужно приводить к единым каким-то сопоставимым цифрам, понимая специфику, но тем не менее. И мы это движение, связанное с анализом расходов районов и приведением бюджетов к некоторому единому подходу, будем проводить дальше, и эти изменения со следующего года уже начнем реализовывать. Хорошо, спасибо. Давайте крайне сегодня будем закругляться. Пожалуйста, Юрий. Да, я хочу задать вопрос, наверное, Никите Андрееву, главе Горного района. Бывает совсем недавно, где в заречной группе Луцев, я убедился в том, что действительно изменения нужны, как вы сказали, Владимир Викторович, реформа, оптимизация. Например, одной из школ, даже тут далеко ходить не надо, это не арктическая зона нашей республики, где отличники проваливают практически ЕГЭ, потому что там у них были вроде бы преподаватели по химии, по английскому языку, но, к сожалению, такая ситуация, что эти отличники, их там несколько, это ЕГЭ провалили, и они не поступили ни в какое высшее учебное заведение. Это говорит о том, что эта реформа необходима, оптимизация тоже необходима, изменения нужны.
А вот все-таки, вот я общался с жителями этого наследия, они говорят, люди сами спрашивают, что делать нам, да, как быть, кто этот вопрос решит. И вот все-таки я так понял, что жители сами тоже ведь заинтересованы в этом, да, и в этих изменениях бюджетной в системе сети социальной инфраструктуры в республике, в том числе в образовании, конечно. И вот, Никита, вот этот вопрос, а как вот население само вовлекается в общественность, наверное, да, вот в решении проблем вот сети социальной инфраструктуры? Ну, те же Георгия, наверное, да, вот как на них тоже опираетесь в этом вопросе, или, может, какие-то планы у вас в этом плане? Спасибо. Спасибо за вопрос. Но, прежде всего я хотел бы отметить то, что отличники наши все поступают, каких моментов у нас не было. И в части того, что у нас такая практика сложилась, ежеквартально отчитываемся по всей проведенной работе перед населением. И все планы, работы, проблемные вопросы, которые имеются, обсуждаем вместе с населением. Конечно же, мы эти вопросы доводили в части изменений по постановлению 202 и после того, как было отменено по тем моментам, которые мы согласовывали с правительством республики. Ну, конечно же, настороженность у населения очень большая. И вот, как отметил Иван Иванович, люди на местах уже получили извещение. И уже люди понимают, что вот, допустим, там тетя Галя уже не будет работать, она получила извещение, и через какой-то период уже не будет там работать санитаркой или кем-то еще. Вот поэтому это очень настораживает. И люди понимают, что количество рабочих мест, особенно в сельской местности, оно неуклонно, но все же сокращается. И в целом по району, если посмотреть, то количество бюджетных мест, оно в течение 10 лет имеет четкую тенденцию к сокращению. Это касается и федеральных органов власти, и республиканских учреждений, и муниципальных учреждений тоже. Но вопрос в чем? В том, что если мы хотим сохранить рабочие места, мы это должны обосновать. Почему именно должны столько людей работать в той-то или иной отрасли? Вот, в части налоговых, например, органов или пенсионных органов, где были сокращения, они просто перешли на электронный формат, и поэтому тот объем, который раньше делали вручную, или, скажем так, не знаю, или по другим параметрам, по другим подходам, сейчас просто нет необходимости в этих работниках. И такая тенденция, она происходит по всем направлениям, но нас настораживает то, что население же, оно, как говорят, голосует рублем или ногами, да? Просто уезжает из населенного пункта. И такая тенденция, она тоже имеется, но в целом, если посмотреть на наш район, благодаря тому, что рождаемость достаточно на высоком уровне, количество населения во всех населенных пунктах, оно сохраняется и даже по некоторым увеличивается. И задача, которая стоит перед нами, создать такие условия, чтобы на месте люди имели возможность получать определенные доходы и были заинтересованы оставаться именно летом населенным. Хорошо, спасибо большое. Можно вопрос уточнейший. Вы уже начали работать, эта программа уже начала работать. И вот в тех регионах, в которых вы проработали в последних вузах. Или все-таки будет в 2020 году начала? Все изменения будут внедрены с 1 сентября 2020 года. Сейчас мы финализируем соглашение, они будут подписаны. До 1 сентября будет процесс, собственно, подготовительный. С 1 сентября новый этап. Часть вещей с 1 сентября 2020, часть 1 сентября 2021, часть 1 сентября 2022. Пожалуйста, последний вопрос. Неправильно же, ответ точно последний. Ну, меня волнует прежде всего вопрос социальной напряженности, да, и его снятия. Наверное, каждый из присутствующих журналистов сможет подтвердить, что к нему на редакционную почту или WhatsApp минимум один раз в месяц приходит коллективное письмо откуда-нибудь из района о закрытии, об угрозе закрытия и так далее.
И этот вопрос стоит актуально, потому что на самом деле он подтверждается теми ситуациями, которые произошли в районах, которые быстро козырнули и стали торопиться исполнять. Это Люквинск, массовое отравление детей, инфекционное отделение закрыли, и этих тоже там койки устанавливали, чтобы было и куда положить. Это Алдан, где роженица рожает порой, находится на одном этаже, порой с социальными элементами, больными туберкулезами, и нормальных здоровых рожениц возят в Якутск, опять же санавиация, опять же бюджетные деньги. Вообще существует ли схема ответственности, кто ответственен за реализацию, будет ли она разработана, потому что два вопроса волнуют. Кто виноват, что делать? Люди не могут на него ответить, что делать вроде бы как понятно, а кто виноват, с кого спрашивать, не знаю. Спасибо. Спасибо. Первое, что я не связывал бы плохое качество услуг в ряде случаев, там, в ряде районов, и те процессы, которые мы сейчас обсуждаем, они не имеют прямой причинно-следственной связи. То, что те примеры Валёкинские и Алдане, они сложились не потому, что была проведена те преобразования, которые мы сейчас обсуждаем. Они как раз сложились, потому что просто система находится в заброшенном, бесхозяйном состоянии. Это первое. Второе. Кто виноват? Очень понятно, и на это есть прямой ответ. Виноват учредитель. У нас распределена система социальных учреждений между уровнями управления. Если это система здравоохранения, то это министр образования и дальше главврач учреждения. Если это система образования, то это глава района, начальник управления образования района и директор школы. Система законодательно очень четко определена. Мы, как республика, отвечаем за методические в сфере образования, культуры и спорта, методические основы и основы организационно-финансовые, построенные на межбюджетных отношениях. В остальном это ответственность учредителя, который отвечает за качество услуг. Еще раз повторю, в сфере здравоохранения это ответственность Министерства здравоохранения и главврача, в сфере образования это ответственность муниципального образования и директора школы, колледжа, школы. Если колледж, это, понятно, наша республиканская. Тут нет и не может быть двух мнений на этот счет. Но при этом я, как представитель правительства, и мы, как правительство, ответственны за то, чтобы у нас было движение вперед, чтобы создавать стимулы, потому первое, чтобы вот такие вопиющие случаи отслеживать и принимать меры по ним, и в целом, чтобы система двигалась вперед. Хорошо, спасибо большое. Я хочу поблагодарить Владимира Викторовича и правительство в целом, что сегодня мы смогли обсудить этот вопрос. Владимир Викторович собирает журналистов и представителей общественности не в первый раз по этой теме, я думаю, будет собирать и в дальнейшем. Поэтому давайте обсуждать, давайте готовиться. Спасибо большое. Я только единственное хотел сказать, обращаясь к журналистам, к общественности, что вы выходите тоже с инициативой. Я готов по другим темам тоже встречаться, обсуждать. Давайте спланируем, какие темы вас волнуют, чтобы вы могли дальше до граждан довести их в корректном, правильном, прозрачном режиме, а нам донести обеспокоенность граждан и то, что больше всего волнует.